Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вчера во многих СМИ, в интернет-ресурсах появилась такая хорошая позитивная новость о том, что депутаты Верховной Рады Украины внесли законопроект о признании Республики Башкортостан суверенным и независимым государством. Кто не знает, напомню, что несколько месяцев назад Башкирский национально-политический центр сделал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой признать Республику Башкортостан оккупированным государством, оккупированной территорией. Это, конечно, первый шаг, да, к тому, что к признанию независимости Республики Башкортостан. Так вот, вчера уже депутаты Верховной Рады внесли такой законопроект на рассмотрение, да, в Верховную Раду саму. Что это дает нам всем? Конечно, в краткосрочной перспективе это нам ничего не даст. Мы не станем тут же независимым государством. Но в долгосрочной перспективе, в будущем, когда действительно Республика Башкортостан станет независимым государством, мы уже, скажем, будем легитимизированы в семье независимых государств, которые сегодня есть, да, на нашей планете, да, скажем так, да, в нашем мире цивилизованном. Если признает Украина, а Украина обладает авторитетом сегодня, да, весом политическим большим, к ней прислушивается, я уверен, что вслед за Украиной также такие законопроекты будут внесены и рассмотрены положительно уже и странами Балтии, то есть Литвой, Эстонией, Латвией, Польшей, Чехии, ну и так далее. То есть по нарастающей другие страны начнут нашу республику признавать независимым государством. То есть, когда мы действительно станем уже независимыми, когда мы освободимся от вот этого колониального ига, вот этой российской недоимперии, мы уже автоматически, скажем, войдем в семью независимых государств и будем приняты, да, в эту большую семью. Вот что дает нам сегодняшнее вот это вот признание Украиной нас как независимого государства. Но хочу всем напомнить, что независимость просто так никому не дается. За независимость нужно бороться. Возможно, придется пролить много пота и крови для того, чтобы стать независимым государством, стать свободным, наконец-то, действительно, государством. Возможно, придется положить и жизни за, еще раз говорю, за независимость, да? Потому что просто так нас Россия не отпустит, естественно. Она будет максимально пытаться нас удержать. Особенно мы находимся посередине этой империи. Также хочу напомнить, что тем государствам, которым, скажем так, бескровно достается вот это вот бескровно, которым дарят свободу на блюдечке, да, с голубой каемочкой, они, как правило, не ценят эту свободу. Как пример можно привести там, да, вот Беларусь, Туркменистан, ну и другие страны. Только те страны, которые силой, кровью, через борьбу добывают свою независимость, только они ценят, по-настоящему ценят свободу и независимость своей страны. Поэтому я уверен, что нам придется побороться. Надеюсь, что это обойдется малыми жертвами. Но побороться придется за независимость, и это без этого никуда нам не деться. Так что признание другими странами нас как независимого суверенного государства — это хорошо, но впереди нас ждет еще много работы. В этом уходящем году Башкирский национально-политический центр поработал очень хорошо. Я поздравляю всех ее членов с уже реальными достижениями. Но в будущем у нас еще предстоит много работы. Поэтому всех с наступающим, кто отмечает этот праздник, кто не отмечает, всем салам алейкум. Впереди у нас много побед, много борьбы. Всего хорошего, до свидания.